США продолжают выстраивать свое мировое господство, подгоняя правила под себя и все чаще игнорируя нормы международного права и резолюции ООН. Америка давно действует без оглядки, но первая неделя 2026 года заставила даже опытных наблюдателей вновь поразиться от степени беспринципности Вашингтона. Спецоперация США в Венесуэле, захват и вывоз из страны президента Николаса Мадуро и его супруги, а также установление контроля над государством показали: национальный суверенитет еще никогда не был столь хрупким. Эти события ставят под сомнение саму архитектуру мировой безопасности. В эфире программа «Внешние дела», где мы обсуждаем, что происходит в мире и каким последствиям это может привести. Здравствуйте! Взрывы, авиаудары. Ночь со 2 на 3 января для Венесуэлы не была спокойной. США провели военную операцию. Из страны вывезли президента Николаса Мадуро и его жену. Уже в Нью-Йорке венесуэльскому лидеру и первой леди были предъявлены обвинения по 25 различным пунктам: от наркотерроризма, контрабанды кокаина и хранения оружия до похищения людей и многих других действий, которые, по мнению Трампа, подрывают безопасность Соединенных Штатов. Как позже рассказал он сам журналистам, Мадуро сдался чуть ли не добровольно. Мадуро сдался немедленно и правильно сделал. Он поднял руки и сдался. Операция была быстрой и жесткой. Это было очень насильственно, но мы действовали очень эффективно. Мы были готовы ко второй волне. У нас все было готово, но мы думаем, что она нам не понадобится. США заявляют о внешнем управлении Венесуэлой. С их согласия сейчас назначаются члены Временного правительства, которых Вашингтон недвусмысленно предупреждает о необходимости выполнения требований Америки, иначе придется столкнуться с последствиями. Спустя всего лишь 4 дня после прихода американцев правительство США начало продажу венесуэльской нефти на мировом рынке. Трамп откровенно говорит, что собирается извлечь из-под венесуэльской земли огромное количество богатств. И эти богатства достанутся народу Венесуэлы, людям из-за пределов Венесуэлы, которые когда-то жили в ней, а также Соединенным Штатам Америки в виде компенсации. И вот в этом и есть истинная причина вторжения в Венесуэлу. США нужны природные ископаемые. Именно этот факт, что Венесуэла является крупнейшим обладателем нефти, 17% мировых запасов или 303 миллиарда баррелей, что опережает даже Саудовскую Аравию, Америка и использовала для раскачивания ситуации внутри страны. Именно из-за американских санкций производство нефти снизилось по меньшей мере на 2 миллиона баррелей в день и в прошлом году составило в среднем 1,1 миллион баррелей. Это, естественно, привело к обеднению страны и росту социального недовольства, усилению оппозиции. Теперь, когда США имеют контроль над Венесуэлой, они уверены, что автоматически получили доступ к самой большой кладовой черного золота в мире. Однако реальность может быстро опустить их на землю. Это доказанный факт. Там действительно 300 миллиардов баррелей нефти, но есть нюанс. Это такая та нефть, которая там есть, в основном, это чемодан без ручки. Она есть, конечно, но она низкого качества, добывать ее очень дорого, сложно, а продавать, наоборот, дешево, поэтому это не слишком экономически выгодная нефть. В принципе, до примерно середины 2000-х годов запасы нефти в Венесуэле было около 75 миллиардов баррелей. Это все равно очень много. Это больше, чем запасы России. Но это там более или менее какая-то где-то традиционная нефть. А все, что добавлено сверху, вот эти там 250 миллиардов баррелей сверху, это нефть нефтяного пояса Оренока, которая там не совсем и нефть. Это такой очень густой битум, который еле-еле как-то течет в толще земли под высоким давлением и температурой, а на поверхности так и вовсе не течет. Чтобы с ним на поверхности обращаться, его нужно разбавлять. Несмотря на многочисленные возражения экспертов, экономические выкладки и политические риски, Дональд Трамп остается непреклонен. Именно венесуэльскую нефть он рассматривает как фундамент для создания альтернативы ОПЕК. Пока Вашингтон действует точечно, оказывая жесткое давление исключительно на
Венесуэлу. От Венесуэлы требуют не просто сотрудничества, а эксклюзивного партнерства в сфере нефтедобычи, при котором США получают приоритет как в разработке месторождений, так и в распределении экспортных потоков. Серьезность намерений была продемонстрирована на практике. 7 января был захвачен нефтяной танкер, следовавший в Венесуэлу под российским флагом. Этот шаг стал сигналом не только для Венесуэлы, но и всем остальным участникам мирового энергетического рынка. США готовы действовать силовыми методами, выходя за рамки дипломатии и экономических санкций. В случае успеха американской стратегии Вашингтон сможет распространить свои правила игры и на другие нефтедобывающие государства западного полушария. В расположении Трампа окажется то, что можно назвать нефтяной империей, простирающейся от Аляски до Патагонии. Совокупный объем добычи в этом поясе составляет почти 40% мировой нефти, что сопоставимо с влиянием крупнейших картелей. В результате Трамп сможет влиять на мировые цены, тем самым добиваться увеличения или, напротив, сокращения добычи нефти в конкурентных странах, таких как Россия, и напрямую влиять на их экономику. В установлении контроля над Венесуэлой есть не только экономика и высокопринципные разговоры о безопасности Америки. Здесь очень много политики. США видят в Венесуэле узел геополитического соперничества. Республика сотрудничает с Россией, Китаем и Ираном, странами, которые США рассматривают как своих стратегических конкурентов на глобальной арене. Именно поэтому одно из первых требований Америки от Временного правительства – изгнать всех подозреваемых шпионов и агентов спецслужб Китая, России, Кубы и Ирана. В этом смысле давление на Венесуэлу – часть более широкого глобального противостояния и в то же время удар по имиджу России, которая долгое время выстраивала в Латинской Америке образ защитника. В общем и целом это был некий союзник, по поводу которого создалось впечатление медийное, может быть неверное, что Россия за него вступится, что Россия может ему помочь. И вот тут выходит, что никто даже и близко не обратил внимания на Россию, на то, что она может помочь или не может помочь. А сделали свое дело, а Россия осталась как бы в стороне в качестве того, кто никак своему союзнику не помог. Хотя заявления такого рода делались, либо, по крайней мере, казалось, что они делаются. В продолжении темы. Вся противовоздушная оборона Венесуэлы была построена на российских системах. На нее были потрачены миллиарды, но ни один комплекс не сработал. Определенно здесь есть над чем подумать. Чем обернутся произошедшие события для самой Венесуэлы, пока сказать трудно. Однако история подсказывает, вряд ли это приведет к чему-то хорошему. Мы уже видели подобные сценарии, когда под лозунгами восстановления верховенства закона, защиты демократии и спасения населения от тирании США вмешивались во внутренние дела других стран. Так было и в Ираке, и в Афганистане. Ирак после вторжения США в 2003 году оказался ввергнут в многолетнюю кровавую катастрофу. В Афганистане же 2 десятилетия попыток государственного строительства и миллиарды потраченных долларов были перечеркнуты всего за несколько дней после вывода американских войск в 2021 году. Есть и другой вопрос. Остановятся ли США только на Венесуэле? Судя по заявлениям Трампа, угроза нависла над рядом других стран. Желание обогащения и мирового господства заставляют американского лидера строить планы по захвату новых государств Латинской Америки и не только. Трамповский разговор о богатствах и залежах тревожит и северные страны – Данию, Гренландию. Колумбией руководит больной человек. Президенту Колумбии нравится производить кокаин и продавать его в США. Он еще недолго будет этим заниматься. Куба. Страна выглядит так, будто она готова пасть. Я не знаю, как они будут держаться и будут ли. У Кубы сейчас нет доходов. Она получала все доходы от венесуэльской нефти, а теперь больше их не получают. Я думаю, Куба просто падет. Я не думаю, что там нужны какие-то действия. Похоже, что она просто падет сама. Нам нужна Гренландия с точки зрения национальной безопасности. Гренландия – это стратегически важный регион. Иран.
Мы следим за протестами очень пристально. Если они начнут убивать людей, я полагаю, что их ждет очень жесткий удар со стороны США. Итак, Трамп явно вошел в раж. Учитывая его обещание закончить войну на Украине за один день, возникает вопрос, не решит ли он выполнить его сейчас, спустя год. Точно так же захватить Владимира Путина, вывести его из страны и объявить конец вооруженному конфликту. Скорее всего, нет, не решит, потому что на данный момент сил маловато. Поэтому прямое военное вмешательство или смена режима в России не рассматривается как реалистичный или допустимый вариант из-за рисков эскалации, в том числе и ядерного конфликта, и более широкого столкновения между державами. В отношении же Венесуэлы риски такого масштаба отсутствовали, но прецедент уже имел место. Он может стать точкой невозврата запуска механизма формирования правления, при котором суверенитет и законный президент становятся пустыми словами. Если Соединенные Штаты заявляют о своем праве использовать военную силу для вторжения и захвата иностранных лидеров, которых они обвиняют в преступном поведении, что мешает Китаю заявить о том же власти над руководством Тайваня? Что мешает президенту России Владимиру Путину использовать аналогичное оправдание для похищения президента Украины? Как только эта черта будет пересечена, правила, сдерживающие глобальный хаос, начнут рушиться, и авторитарные режимы первыми этим воспользуются. Если США действительно захватили действующего президента другой страны и вывезли его без суда, без экстрадиции, без международного мандата, это прецедент экстраординарный. Это означает, что понятие суверенитета становится условным. Граница между войной и операцией стирается. Десятилетиями существовало негласное правило. Действующие лидеры государств неприкосновенны. Можно вводить санкции, изолировать, объявлять преступниками, вести прокси-войны и поддерживать оппозицию, и даже душить экономически, но не трогать лично. Сегодня мы видим, что это правило размывается. Не обязательно потому, что кто-то хочет хаоса, а потому что международные нормы разрушаются быстрее, чем создаются новые. Центральная Азия для США тоже имеет большой интерес, и не все происходящее здесь устраивает Америку. Например, активное и историческое присутствие России, наращивание сотрудничества с Китаем. Может ли Вашингтон использовать свой венесуэльский опыт для сговорчивости Центральной Азии? Ведь США рассматривают страны региона как потенциальный противовес российскому и китайскому влиянию. Регион, опять же, богат нефтью, газом, ураном и редкоземельными металлами. Именно поэтому Америка заключает миллионные соглашения и готова вливать миллиарды в Узбекистан, Казахстан, лишь бы получить доступ к этим богатствам. Вашингтон заинтересован в диверсификации поставок энергоресурсов и снижении зависимости мировых рынков от России и Ближнего Востока. Потому к природным богатствам Центральной Азии большой интерес. К тому же Центральная Азия – важное звено между Европой и Азией. США стремятся участвовать в формировании альтернативных транспортных маршрутов, которые не зависят от России или Китая и частично конкурируют с китайской инициативой «Один пояс, один путь». Возможно, какое-то время Америка будет действовать в регионе по старому сценарию – инвестиции, программы, проекты. Но в какой-то момент на смену мягкой силы может прийти прямое давление. И предположение о том, что наш союз с Китаем и Россией остановит США на фоне событий в Венесуэле, уже звучит не так убедительно. Так что странам Центральной Азии надо думать о собственных интересах и усиливать региональную интеграцию. У нас есть все, чтобы стать сильным регионом, который сможет выстраивать партнерство с внешними игроками без оглядки на сильных мира сего. Это были «Внешние дела». До новых встреч в эфире.